Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. 21 мая в Абхазии отмечают День памяти жертв Кавказской войны, в результате которой в XIX веке тысячи абхазов покинули свою историческую родину и нашли пристанище в Турции и в странах Ближнего Востока. Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора в Турции. В День памяти жертв Кавказской войны Госкомитет по репатриации подготовил и провел ряд мероприятий. В Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба прошел вечер памяти жертв Кавказской войны. А в половине 7-го вечера началось шествие молодежи с флагами от площади Сергея Багапша к памятнику махаджира, где прошла церемония возложения цветов. В ней приняли участие президент Абхазии Аслан Джания, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты, общественность. По традиции День памяти жертв Кавказской войны завершился с зажжением памятной свечи Ащамака и опусканием венков в море. Аслан Джания принял президента Академии наук Чеченской Республики Джамбулата Умарова. Тепло приветствуя гостя, президент отметил, что в Абхазии особое внимание уделяют сотрудничеству с представителями северокавказских республик. Аслан Джания передал приглашение посетить Абхазию главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в любое удобное для него время. В ходе встречи обсуждались вопросы развития и укрепления научных связей. Во встрече принял участие президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа. Джамбулат Вахидович, добро пожаловать в Абхазию. Наше взаимодействие с братской Чечней носит многоплановый характер. Ваш приезд тому свидетельство. Я очень рад тому обстоятельству, что наши научные круги имеют взаимодействие. Все это работает на интересы наших народов и на укрепление наших братских связей. Спасибо, уважаемый Аслан Георгиевич. Дело в том, что я в Абхазию езжу аккурат с 1991 года. И это, пожалуй, одно из тех самых сакральных мест, когда я не чувствую себя в гостях. Когда я чувствую общность с прекрасным народом Абхазии, многонациональным народом Абхазии, который всегда радушно принимал и сегодня продолжает принимать с особой теплотой делегации из Чеченской Республики. Вот в очередной раз по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова я приехал для того, чтобы высказать свои какие-то мнения, в том числе в различных научных направлениях, в особенности по поводу налаживания необходимого взаимодействия с местной академией наук, которую возглавляет уважаемый Зураб Джотович Джапуа. А также учитывая очень теплое братское отношение к вам, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, я четко понимал, что еду в известном смысле, конечно же, к себе домой. Абхазия была и остается в авангарде общественно-политических, в том числе экономических интересов Чеченской Республики, потому что мы прекрасно знаем, что определенные исторические перипетии обязывают нас к братскому отношению, так сказать, не только к братскому народу Абхазии, но и к великому русскому народу, который никогда не оставался безучастным к проблемам, в том числе вашей республики, и в вопросах торгово-экономических отношений, и в вопросах борьбы с международным терроризмом, да, и в вопросах, так сказать, отстояния законных справедливых прав абхазского народа на свою независимость. Я, пользуясь случаем, хотел бы передать большой привет руководителю республики, человеку, который относительно за короткий период смог изменить очень многое в Чечне, который мы очень любим. Мое приглашение, будем очень рады, если такая возможность будет, чтобы глава республики посетил Абхазию.
Премьер-министр Абхазии Александр Ангваб встретился с главой миссии Международного комитета Красного Креста Чингизом Раимбековым и представителем МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе Анне Скотту. Глава миссии отметил, что встреча является для них важной в преддверии очередного заседания трехстороннего координационного механизма, который состоится в Стамбуле 29 мая. Анне Скотту рассказала премьер-министру о проделанной за последние 9 месяцев работе, связанной с поиском пропавших без вести во время Отечественной войны народа Абхазии. Она отметила, что есть продвижение по определению потенциальных мест захоронения. Информация об этом предоставлена местным органам власти в Абхазии. Работы в некоторых местах уже начались. Анне Скотту заверила премьер-министр, что МККК делает все возможное, чтобы все семьи пропавших без вести были вовлечены в процесс поиска, и выразила надежду, что будут конкретные результаты. Александр Ангваб поблагодарил представителей МККК за проводимую работу и обещал всестороннюю помощь властей Абхазии. В преддверии летнего курортного сезона министр здравоохранения Эдуард Будба обсудил с главными врачами городских и районных больниц страны готовность к увеличению числа пациентов в период сезонных отпусков и каникул. Среди основных проблем – нехватка кадров. К концу мая по договоренностям, достигнутым в ходе переговоров глав Минздрава в Абхазии и России Будба и Мурашко, в республику приедут первые российские медики. Все лето будет осуществляться ротация кадров. Таким образом, медслужба абхазских больниц усилится и дефицита врачей удастся избежать. Главврачи отчитались о состоянии медучреждения, лекарственном обеспечении, озвучили имеющиеся проблемы. Уже на следующей неделе глава Минздрава посетит Гагарскую, Гудаутскую ЦРБ, а также больницу, Пицунды и медицинские учреждения столицы, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах. В Республике Калмыкия завершилась работа очередной конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Парламент Абхазии представляли заместитель спикера Народного собрания Ашот Минасян и депутаты Винори Бебия, Левон Галусян, Нарсоу Салакая и Вахтанг Гуланзе. За активную и плодотворную деятельность в Южно-Российской парламентской ассоциации, внесенный существенный вклад в укрепление межпарламентских связей, Совет ЮРПА решил наградить почетной грамотой Рашиду Айба, председателя Комитета Народного собрания Абхазии по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны. Следующая конференция ЮРПА пройдет в Ростовской области. В Институте ботаники Академии наук Абхазии прошла встреча с делегацией из Чеченской Республики во главе с президентом Академии наук Чечни, ученым, писателем и политиком Джамбулатом Умаровым, которая прибыла в республику для участия в международной научной конференции «Кавказская война. Уроки истории и современность». Конференция посвящена памяти Георгия Дзидзария и проходит в эти дни в Абхазском государственном университете. В АГУ состоялась церемония вручения свидетельства об окончании курсов повышения квалификации. Учителя по биологии и химии общеобразовательных школ республики получили соответствующие сертификаты. На церемонии была и наш корреспондент Ульяна Рожкова. Курсы по повышению квалификации были организованы для учителей образовательных школ нашей страны Республиканским центром повышения квалификации и переподготовки кадров при Абхазском государственном университете и прошли в марте этого года. На курсах педагоги практиковали и совершенствовали себя во многом. Были организованы лекции, тренинги, беседы, практические занятия и контрольные работы. Главная цель – подготовить каждого педагога к новейшим тенденциям в области профессионального развития. В целом в списке было около 30 учителей. И, конечно же, возрастная группа была совершенно разная, но тем не менее курсы были составлены настолько скрупулезно, в силу того, что я сама являюсь учителем средней школы и также методистом университета. Поэтому мы решили возместить вот эти вот существующие дисрупции именно с 5 по 11 класс. И вот по отзывам, по анкетам, которые мы анонимно собирали, конечно же, отзывы были самые хорошие, учителя довольны и сказали, что это одни из тех курсов, которые впервые за долгое время были приближены к учителю и к школе. Курсы для учителей проходили в порядке 36 академических часов для выполнения недостающих знаний и пробелов в сфере биологии и химии. Ведь время предъявляет представителям образовательной сферы высокие требования. И, конечно же, необходимо постоянно совершенствоваться, осваивать новые технологии, программы и методики. Большую роль в становлении личности школьника играет учитель и те знания, которые он дает. Подготовки в процессе прохождения этих курсов вы увидели что-то новое, почувствовали, узнали, сориентировались по направлению, по которому нужно двигаться. Это и есть самый важный результат этих курсов.
понятно, что это нужно делать регулярно. Мир очень быстро меняется. И первым, кто должен поспевать за изменяющимся миром, это должен быть учитель. Учитель вообще ключевая фигура в этом мире, потому что именно от него зависит облик общества. В завершении мероприятия преподавателям были вручены их заслуженные сертификаты, а тем, кто помогал во время прохождения обучения, благодарственные письма. Также благодарственное письмо было вручено декану биолого-географического факультета Игорю Цулая за помощь и поддержку в проведении курсов. Ульяна Рожкова, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Самая ожидаемая постановка «Русдрама» в этом году. Руководитель театра и режиссер-постановщик рассказали журналистам о работе над спектаклем «Пастух Махаз», премьера которого состоится уже через несколько дней. Все подробности у Гугуцы в Иордании. Передавать боль через юмор, задевать самые тонкие струны души. Это о произведениях Фазиля Искандера. Так играют и в театре, который гордо носит имя знаменитого писателя. Звучание Искандера на сцене Русдрама не смолкает. С каждым годом в его репертуаре становится все больше постановок по книгам Фазиля Абдуловича. На этот раз искандеровцы сыграют «Пастуха Махаза», одну из самых известных новелл эпического романа Сандро из Чегема. «Пастух Махаз» – история о немногословном, мужественном абхазском крестьянине, который отомстил обидчику своих дочерей. Эта сюжетная линия стала основой для высказывания чести и долги, традициях, об искупительной вине во имя правды, о том, какую силу имеет клятва, данная настоящим мужчиной. И самое главное, он там говорит о, кажется, очень, знаете, как тех вопросах и проблемах, о которых мы зачастую как-то боимся говорить. О том, что происходит с нами и происходило и в нашем обществе, в нашем мире, таком маленьком абхазском мире. И Фазиль Искандер об этих вещах говорит с юмором, говорит с такой ироничной, но очень доброй интонацией, потому что Абхазию он любил, конечно, больше всего на свете. Спектакль «Пастух Махаз» в постановке российского режиссера, выпускницы ГИТИСа Олеси Невмержицкой родился в рамках ежегодной режиссерской лаборатории «Сандро». Олесю заинтересовала именно эта новелла Искандера. Фазиль Искандер со школы был знаком, но очень неподробно. Ничего, кроме имени, не осталось в памяти. А сейчас, в связи с лабораторией, я уже практически специалист. Очень много всего прочитала. Махаза выбирала довольно долго, но вот это была любовь с первого взгляда. То есть у нас прекрасная рабочая обстановка, труппа сильная, очень сильная труппа. И, конечно, работать одно удовольствие, уезжать не хочется. Режиссер максимально сохранила авторский текст Фазиля Искандера, но для большей передачи искандеровской атмосферы и чувств главного героя Махаза Олеся Невмержицкая вводит в спектакль героев из другого произведения Искандера – «Рукопись, найденная в пещере». Олеся Невмержицкая, режиссер, она включила в инсценировку спектакля фрагменты из другого произведения Фазиля Искандера, который называется «Рукопись, найденная в пещере». Это рассказ 1993 года. Там три персонажа – Сократ, Навей и Феодосий. И вот они рассуждают о жизни, о мудрости. И каким-то удивительным образом все это рифмуется с Махазом, с его судьбой, с его поступками, с его размышлениями. По сути, через Сократа, который в спектакле воплощает блистательно, на мой взгляд, Екатерина Барышева, мы как бы получаем доступ к внутреннему миру Махаза. То, о чем абхазский традиционный такой мужчина, крестьянин, не может сказать, не может это высказать, но то, о чем он думает, то, что коренится в его душе. В роли Махаза Саид Лазбай, его жены Маши, заслуженная артистка Абхазии Симона Спафопуло, Шалико, заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. На этот раз досталась роль Шалико.
того самого злодея, из-за которого Махаз стал другим Махазом. И вот я стараюсь, борюсь с собой, стараюсь сделать что-то интересное для себя. Я могу со всей ответственностью сказать, что это будет что-то очень новое, не похожее на предыдущие наши работы, что крайне радует. И я очень хочется надеяться, что зритель воспримет это как мы планируем, как хотелось бы, а может даже и больше. Саид Лазбы выбран на главную роль. Мне кажется, вот в нем, как в актере, есть какая-то какая-то загадка, какая-то тайна невысказанная, что-то в нем больше внутри, чем то, что он демонстрирует в жизни или там, и даже на сцене, может быть, да? И вот интересно, а Махаз — это все-таки вот человек с этой загадкой. В спектакле также играют Милана Ломия, Лаида Тыркба, Екатерина Барышева, Ирина Делба, заслуженные артисты Абхазии Рубен Депелян и Кирилл Шишкин, Лана Гергия, Леон Гвинджи, а также воспитанники детской театральной студии ЧИК. Подготовка к спектаклю проходит тщательно. Это большая работа со звуком, светом, декорациями. Художник-постановщик Виталий Кацба, художник по костюмам Наташа Шпанова. Процесс создания световой партитуры идет под руководством художника по свету, четырехкратного лауреата премии «Золотая маска» Сергея Васильева. Премьерные показы спектакля «Пастух Махаз» в Русдраме состоятся 24 и 25 мая. Гугу Цавардания, Заур Кварча, Абхазское телевидение. Абхазский государственный драмтеатр имени Самсона Чанба представил в Уфе на фестивале национальных театров «Туганлык» спектакль «Ловелас» режиссера Адгура Кови. Спектакль поставлен по пьесе Валерия Симоновского, написанной по мотивам романа Достоевского «Бедные люди». Уфимцы тепло приняли труппу Абхазского драмтеатра. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в среду 22 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-24, температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.